Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Что случится за 72 часа? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Обязательно загадайте на себя мысленно, либо вслух проговорите вопрос, что случится со мной в моей жизни за 72 часа. И пусть песочек все раскроет, все покажет, все предскажет. Также, мои хорошие, спешу вас поблагодарить, сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Пусть вам вернется в миллион раз больше. Да будет так, воистину так и будет. Всем вам земной поклон. Итак, настраивайтесь, задавайте вопросик. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Крыша будет ваша. Вы ее прям так ручками держите над собой. И довольны. Тьфу-тьфу, дай Боже. Какой-то важный вопрос решится. Либо какая-то сложная ситуация у вас в жизни закончится. Прям крыша — это главный, да? Вы главный. Либо ваша взяла, вот по-вашему все произошло. Я вас поздравляю. Поздравляю всех заранее. Тьфу-тьфу, еще раз сплюну. Пусть это предсказание найдет каждого, и у каждого исполнится именно так, как я это увидела. Вот стены, да, это хорошо, но главнее всего крыша. Крыша, она наверху, она самая главная, да, она там от всего закрывает. Вот крыша ваша, вы ее прям держите. Добьетесь, вы своего добьетесь, либо какой-то очень тяжелый вопрос, либо тяжелую проблему решите очень выгодно и хорошо для себя. Где-то вы еще и как первое место займете, да, либо окажетесь самым правым, самым главным человеком. Но вам точно понравится, и вам будет чем гордиться, что вы умничка, вы молодчинка, да, вот свое взяли от жизни. Дальше, мои хорошие. Какой-то человек перед вами, буквально вот как павлин, будет расставлять свой хвост, перья показывать, хвастаться, да? Кто-то будет очень сильно, я бы даже сказала, отчаянно хвастаться перед вами. Но вас не так-то просто обмануть. Вы будете задавать наводящие вопросы, уточняющие. Да? Вы этого человека очень быстро раскусите и поймете, что да, это фальшивка, это павлин. Человек тут мечет перья и бисер, хотя на самом деле из себя ничегошеньки не представляет. И вы знаете, этот человек будет так впечатлен вашим умом, вашей проницательностью, что будет в будущем избегать столкновений с вами, либо общения с вами, потому что вы его раскусили, потому что вы догадались, что это всего лишь птица, и птица не очень умная, да. Все, что умеет, так это свой хвост расставлять. И знаете, еще в этому человеку мне вот идет как кость в горле, да, может быть, человек там планировал всех очаровать, обмануть, ввести в заблуждение. А вот благодаря вам все планы этого человека по боку пойдут. Возможно, это ваше личное, да, убеждение, либо вы любите так развлекаться, выводить всяких там мелких мошенников на чистую воду. А в этот раз получится просто феерично. Хвостик обломаете этой пташке, этому павлинчику. Дальше узнаете, что за вами кто-то следит по шестерке. Но шестерка — это работа, коллеги, либо какие-то служащие. Вот прям какая-то слежка, не знаю, прослушка, читают ваши письма, либо на работе, да, может быть, следят начальники за сотрудниками, либо там специально обученные люди. В общем, за людьми следят. Огромное око бдит и не пропускает никого из нас. Вас это, конечно, не на шутку растревожит, но с другой стороны, а что поделать, жизнь такая.
следят, вы ничего крамольного не делаете, преступного ничего не делаете. Ну, пусть следят себе дальше. Вот. Просто, конечно, да, вторжение в личную жизнь, но с другой стороны, это же не дома у вас камера стоит, да, скрытая камера, которая вас снимает, там, не в туалете, не в душе. Ну, что есть, то есть. Неприятненько, ну вот лучше знать. Да? Лучше знать и вовремя себя сдерживать, контролировать, чем вот так вслепую. Так, дальше. Здесь какие-то люди с караваем выходят вам навстречу. Угощать. Вас будут угощать. От вас чего-то хотят. Ну, типа, смотрите, мы тебя угощаем, да, либо вас угощаем, а вы теперь нам обязаны, да, поэтому не откажите и сделайте то-то, то-то. Хитрый подход. Но, с другой стороны, я не вижу, что вы кому-то отказывали. Если у вас есть возможность, конечно, вы всегда поможете. Вы всегда поучаствуете. И вообще не в ваших правилах, не в вашем характере проходить мимо. Да, возможно, вас и просить не надо, вы сами увидите, подойдете и поможете. Но эти люди решат вас вот прям задобрить, угостить чем-то, да, чем-то явно будут угощать. Ну, по караваю что угодно может отыграться, и какая-то выпечка, и деликатесы, и вообще могут поляну накрыть. Ну, будет приятно, да, будет приятно общаться с этими людьми, будет приятно угоститься, и вы себе не изменяете, вы этим людям не откажете и точно им поможете. Дальше. Кому-то из вас придется вразумлять кого-то младшего. Возможно, это ребенок, возможно, это внук, внучка, а возможно, младший родственник, брат, сестра, может, племянник, племянница. Но кто-то младший мне идет. Вразумлять, что-то объяснять, доказывать, показывать, схематически рисовать. Вы потратите уйму времени. У кого-то из вас буквально глаз начнет дергаться, потому что младший родственник, младший человек просто какой-то невменяемый. Но, с другой стороны, я вижу, что ваши усилия не пройдут даром. И вот хотите верьте, хотите нет, младший человек все поймет. Ну, либо хотя бы на 80% поймет. И что еще очень важно, не через 72 часа, чуть попозже, вы очень сильно удивитесь, когда услышите общение этого младшего родственника с кем-то. Да? Этот человек буквально будет говорить вашими тезисами, приводить ваши догмы, приводить ваши речевые изыскания, да, вот, ну, говорит вашими словами, причем так грамотно, так красиво, вы такая, все запомнил, вот прям как наизусть выучил. Так, старайтесь, мои хорошие, не нервничайте, поверьте, ребенок все поймет, либо младший родственник все поймет. Ну, даже если пусть не все, но большую часть точно поймет, сможете вразумить. Еще какой-то костер начинает разгораться. Костер, который для вас во благо, в радость, но для каких-то других людей это как погибель. Это как ужас, это как самый страшный сон начинает сбываться. С любопытством будете издалека наблюдать, и у вас такие мысли, да, гори, гори ясно, чтобы не погасло. Какие-то такие у вас там песенки эти в голове. Почему-то мне прям эта песенка пришла. Те люди в ужасе просто вот в рассыпную, но от этого костра уже никуда не спрятаться, он горит просто по всему периметру, а вы прям так ручки потираете и думаете, ну давай, там кулачки держите. Ну, я не думаю, что это прям в прямом смысле слова огонь, костер. Это, скорее всего, какие-то изменения, какие-то поправки, какие-то новшества. Может быть, какая-то ответственность, взыскание, да, с людей, которые, например, нарушали, либо действовали вразрез правилам, либо люди, которые были камнем преткновения на пути, например, к вашим достижениям, успеху. В общем, будет жарко, ну а вам будет зрелищно и приятно. Так, еще маленькая елочка. Буквально из горы прорастает елка. Она пока маленькая, но тем не менее. Гора – это проблема, а елка – это наоборот, как род, семья, здоровье. И даже у кого-то могут отыграться дети. Какой-то сложный этап вы прошли. Действительно прошли. С чем-то вы справились. И, возможно, вы это не ощутили,
Но вот эта елка, она как знак того, что все закончилось, все очень хорошо закончилось для вас. И там, где была проблема, сейчас начинается что-то новое, как новая жизнь, как укрепление здоровья, либо как, допустим, если это ребенок, да, то вот с ребенком сложный этап пройден, теперь ребенок вот растет и растет ввысь. Хороший на самом деле знак. Дальше, мои хорошие, какая-то мистика показана. Мистические события, которые могут вас немножко напугать. Но не бойтесь, не бойтесь. Здесь добрые силы вам помогают. Допустим, вы о чем-то подумали раз, и это случилось, да, либо это исполнилось. Либо вы что-то потеряли, найти не можете, а потом раз, и эта вещь на самом видном месте. И вы такая, я точно здесь смотрела, тут ничего не было. Вот как кто-то подкинул, да, там обычно говорят домовой, барабашка. Вот и у вас такие могут быть моменты. Это какие-то добрые духи, и они вас не обидят, они вам помогают. Не забывайте благодарить. Благодарить просто вот про себя, либо просто скажите спасибо. Здесь вот как вы в одиночестве мне идете, да, может, поэтому вам будет страшно, но тем не менее не навредить, помочь. Мистические проявления, мистические события. Что-то может упасть, например, да. Там фотография упала, раз этот человечек вам начинает названивать. Либо могут быть моменты, когда вы как что-то увидели, а на самом деле этого никто, кроме вас, не видел. Я просто пытаюсь вас подготовить, да, у каждого будет по-своему. Не бойтесь, это добрые проявления, никак не злые. Никто не хочет напугать, обидеть, наоборот, вам хотят помочь, подсказать, указать, подать сигнал. Либо действительно, вот если что-то потеряли, то вещи вам просто подкинут. Подкинут, на самое видное место положат. Дальше, мои хорошие, показано, что вы столкнетесь с ревностью. Вас кто-то будет ревновать. Либо к вам будут ревновать. И так можно прочитать. Вас это очень потешит. И не исключено, что вы в целях воспитания, да, возможно, даже еще больше человека спровоцируете на ревность. Либо обыграете, да, в шутливой форме эту ситуацию. Да, ревность. Ревность, причем тут и женщины могут ревновать, и мужчины могут, допустим, подруга может приревновать вас к кому-то, либо ваш мужчина может приревновать, не знаю, начальник может приревновать, испугаться, что вы подыскиваете себе новую работу. Вот какой-то такой момент, что вы еще как дров подкинете, в поучительных целях. Может быть, даже потом с человеком на эту тему поговорите, скажете, что это глупо, да, глупо так делать, вообще как-то странно смотрится, все можно обсудить, обо всем нужно поговорить. Ревновать, становиться в позы, какие-то вам предъявления делать, оно того не стоит. Подруга может приревновать к своему мужу, вернее, мужа к вам приревновать. И даже как-то театрально обидеться. Вы такая, да, забираю твоего мужа. Да еще больше испугается. А потом вы скажете, что это шутка была, что это глупо, да, что муж такой вам не нужен и даром не нужен. Точно вы его себе не хотите. Да, интересный момент. Но вы очень правильно поступите, да, вы не будете накалять страсти, вы не будете выяснять отношения, что как так, ты меня ревнуешь. Вы как-то в шутливой форме обыграете эту ситуацию, да, и обстановку разрядите, и скандала не будет, и все разойдутся при добром мнении. Вот так мне идет. Потом уже никому не придет в голову вас ревновать, либо к вам ревновать. Дальше. Заниматься будете чужими делами. И будете нервничать, либо злиться. Вам как будто бы чужую работу скинут, либо подкинут, либо вас обяжут чужой работой заниматься. А там человек явно все запустил, либо все неправильно делал. И у вас такая дилемма, как поступить. Рассказать начальнику, что человек ошибки допускал, либо молча все исправить, а потом высказать этому человеку. Это уже от вас зависит и от того, насколько вы близки с тем человеком, за кого работу будете делать. Может быть, да, вы как мастер будете переделывать чужую работу, и тогда уже дилемма, сказать ли клиенту, что работа была выполнена некорректно, неправильно, либо смолчать и
как бы сделать вид, что вы ничего не заметили. Но явно будете злиться и думать, вот кто такой криворукий, да, и как вообще человек смог заняться этим бизнесом, да, выполнять эту работу, либо занять эту должность. Да, вот такие мысли будут в голове. Так, еще жарко. Вам может быть жарко, очень сильно жарко. И это нельзя допускать, чтобы у вас был тепловой удар, либо обезвоживание. Пожалуйста, берите с собой водичку, особенно если вы выходите из дома. Даже дома, если сидите и жара, то обязательно пейте водичку, чтобы тело не высыхало, да, чтобы вот при испарении, да, вся влага не уходила. Тепловой удар мне вообще показан. Если вы выходите на улицу и шпарит солнце, обязательно головной убор. И, возможно, если есть у вас там сумочка, термосумочка, да, вот как холодную водичку, лед, может, тряпочку, да, в холодной воде смочите в термосумку и вот обтирать этой тряпочкой. Тут я не буду советовать кондиционеры, потому что это может быть фатально. Да, если человек перегрелся и сразу заходит в холодное помещение, то там и бронхит, и воспаление легких, и не дай бог что угодно может произойти. Да, лучше себя как-то по-другому охлаждать и побольше водички пить. Но это будет полезно. Почему-то вот солнце, у кого-то действительно очень жарко будет, и вы можете пострадать. Неприятно себя чувствовать, да, из-за этого солнца, из-за того, что жара. И вот тепловой удар, либо симптомы теплового удара можете на себе наблюдать. Дальше, мои хорошие, смотрите, не проспите. Вот такое послание вам дает песок. Если у вас в утреннее время назначена встреча, заводите сразу несколько будильников, либо просите кого-то, чтобы вас еще вот дополнительно разбудили. Здесь большой риск того, что вы можете проспать, либо, может и не проспать, да, но вот как-то закрутиться, потерять счет времени и вот прям в спешке, в суете там выбегать, опаздывать, да. Неприятный момент, неприятно. Лучше вставать пораньше. Лучше с вечера все приготовить, да, чтобы не было вот этой движухи, да, не было вот этих оголделых скачков, все ли я собрала, там, проверить, перепроверить и бежать, чтобы этого не было. Мужчина и женщина одинаково идет предсказание. Вот какой-то день у вас такой вот прям сумасшедший, либо не день, а утро у кого-то такое сумасшедшее будет. Дальше показывают встречу, разговор с человеком, который будет что-то вам рассказывать, от чего вы можете вот как-то переживать, плакать, сожалеть, да. Человек-вампир, сразу говорю. И вот человек прибедняется. Все, что вам будет сказано, это либо неправда, либо правда, но совсем другая, да. Человеку важно получить вашу энергетику. И человек начнет вас действительно жалобить, рассказывать, что я инвалид, ножка болит, такой несчастный, меня так все обманули, меня никто не любит, мне никто не помогает, да, там какие-то придумывать истории. Вот. Чем больше вы жалеете, тем больше вы отдаете энергии. И если вы вовремя не опомнитесь, то вы рискуете получить ощущение разбитости и ощущение выжатого лимона. Смотрите, если кто-то к вам приходит и начинает вам прям плакать в плечо, рассказывать какие-то трагичные истории, жалостливые истории, вы остановите этого человека и скажите: давай так, тебе плохо, давай я тебя там отведу в цирк, либо на стендап, либо давай комедию посмотрим. Да? Надо просто переключиться. К чему вот эти слезы, к чему вот эти все разговоры. Если человек не соглашается, значит, это вампир, который действительно пришел вами попитаться, да, выпить и съесть вас. Вот. Надо избегать таких разговоров. К чему это, да? К чему вам двоим грустить, либо оплакивать, тем более оплакивать то, чего не было. Скорее всего, у человека очень такая яркая фантазия, и человек действительно вот байки травит для того, чтобы вас разжалобить. Поаккуратнее с такими вещами. Либо сразу говорите стоп, просто скажи, чем помочь. Да? Не надо вот этих всех историй, ковыряний в белье, ни к чему это. Не допускайте, лучше такого не допускать. Дальше, мои хорошие, показано, что мужчина и женщина очень классно будут проводить время. Хорошо, приятно, запомнится надолго вам это время. Прям такие яркие воспоминания. И вы давно так не были вдвоем счастливы.
Опять же, вы все разные. Кто-то пара, жених и невеста, либо муж и жена, а кто-то, например, там, не знаю, брат-сестра, либо мама и сын, либо наоборот, отец и дочь. Да, вот какие-то такие моменты показаны, незабываемые, очень приятные. Вот здесь с левой стороны кто-то жар-птицу прямо за хвост поймает. Видите, человек поймал жар-птицу за хвост. Это очень хороший знак. Я вас поздравляю. Вы действительно схватитесь за какую-то крутую возможность, редкую крутую возможность, которая не всем доступна. А у вас получится. Получится, и эту птичку вы не упустите. За хвостик прям схватили, и все. Мое. Эта возможность моя. А вот в самом венце показаны какие-то сложные моменты, но бояться вам не надо, вы сможете с этим справиться. Медленно, методично, на своей скорости. Да? Главное не отступать, главное не сдаваться. Тут как бы не так-то много, да? 2 или 3 ситуации, с которыми вы точно справитесь. Может быть, не так легко вам что-то дастся, но с другой стороны, я вижу, что это в ваших силах, и вы своего точно добьетесь. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.